Какова судьба Ижевского аэропорта, когда будет готов мост через Вычегду и почему средства на дорожное хозяйство на 2021 год пока выделено меньше, чем годом ранее? Такие вопросы у парламентариев вызвала госпрограмма развития транспортной системы. На отрасль с 2021 по 2023 годы запланировано финансирование в размере 15 миллиардов рублей. В том числе 400 миллионов из федерального бюджета. Слово Елене Кононовой. 3 миллиарда рублей. Настолько пока снижено финансирование дорожного хозяйства в 2021 году относительно 2020. И этот факт не может не вызвать озабоченность у парламентариев. Как отмечают депутаты, сегодня в собственности республики и муниципалитетов более 2000 километров дороги. При этом ежегодно обновлять получается только 300. Статью расходов, по их мнению, нужно увеличивать. Профильный министр отмечает, вопрос в стадии проработки. Ведомство уже ведет работу по привлечению других источников финансирования. В этом году это 7,675 миллиарда рублей. Да? В них вошли 680 миллионов из дополнительных источников. Да? То есть это не только средства дорожного фонда. Значит, еще 526 миллионов, опять же, переходящая экономия ранних периодов. То есть мы при формировании 2021 года этих источников дополнительного наполнения статьи фактически не имеем. У нас остается только фактически фонд дорожный, больше пока что нечего, но работа в этом направлении ведется. А это значит, что уже в апреле будущего года парламентарии смогут еще раз вернуться к рассмотрению дорожного вопроса, когда в главный финансовый документ будут внесены изменения. Еще одна проблема на стадии решения – восстановление системы весового контроля в Коми. 2 года назад по республике установили скоростные комплексы весового габаритного контроля. Они следят за тем, чтобы большегрузы не превышали нормы по габаритам и весовой нагрузки на ось. Сегодня выясняется, что из 6 пунктов работает только 1. 4 весогабаритных комплекса в Ухте, Эжве, Зеленце и Затоне признаны непригодными. В числе причин неудовлетворительное состояние дорожного полотна в местах установки пунктов. Еще один пункт контроля в городе Усинске также не функционирует с апреля 2019 года по причине повреждения неустановленными лицами датчика системы в полотне дороги. По данному пункту идут судебные споры в арбитражном суде республики между дорожным контролем и Ростелекомом. Отдельная тема – мосты. Один из них в районе поселка Керки Сосногорского района. На днях глава Коми лично выезжал на место. Принято решение о строительстве моста в районе Керок, для того, чтобы можно было выходить напрямую с дороги Том-Керки на дорогу республиканского значения. Сейчас просто штрихи, протокола согласовываются. Там есть возражение Минфина, поскольку мост будет муниципальный, соответственно, надо и техническое задание подготовить Минстрой, но строить и проектировать будет муниципалитет Сосногорска. Для этого мы должны предусмотреть субсидии хотя бы на первоначальном этапе до 10 миллионов. Это субсидия на проектирование. Второй мост, понтонный, планируется строить для местечка Алешино, что находится возле Сыктывкара. Проблема пассажирских перевозок для жителей Сеткиркища особенно остро встала этим засушливым летом. Сегодня ситуацию усугубляет еще и ледостав. В следующем году мы действительно приступаем к разработке проектно-сметной документации. Нам необходимо будет еще уточнить некоторые вводные данные, потому что на работу этого моста, на развод мостовых секций моста также будет влиять и возможное возвращение Монди к лесосплаву, о чем было недавно озвучено. Если это будет реализовываться, на самом деле, это также будет влиять на реализацию технического решения. Поэтому мы также и здесь будем ждать каких-то комментариев от профильного министерства. Еще один вопрос связан с транспортной отраслью, которая не меньше других предприятий пострадала от пандемии. Объем перевозок на этот год значительно упал. Как отмечают в профильном ведомстве, государство выделяло поддержку для госорганизаций, чтобы они могли пережить трудное время. При формировании бюджета на 2021 год этот вопрос Минфином тоже обсуждался. И если возникнет необходимость, в программу готовы внести корректировки. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.